Друзья, всем привет, доброе утро. Решил записать такой влог небольшой, пока нахожусь здесь, в Рыбинске. Сегодня с дорогой, я сегодня четвертый день, как уехал с дому. Четвертый день нахожусь у Саныча, в общем, в гостях по приглашению на рыбалку. Он уже еще в прошлом году меня приглашал. Не было возможности, на первую лётку приглашал. Но здесь, когда было у меня время, здесь не было льда. В общем, я проснулся, ребят, 9 утра. Сегодня выходной у нас. У меня выходной. Саня пошел на работу, а завтра у него 2 выходных. В общем, и сегодня я погуляю, в общем, по Рыбинску. Возможно, поедем еще в Ярославль. Что могу сказать, ребята? Что хотелось бы сказать, наверное, в первую очередь. Особо Саню не снимаю, так как немного стесняется, но парень, ребята, простой, просто парень рубаха, очень добрый, сразу видно, что очень добрый, спокойный и, я не знаю, прям вообще пацан просто классный пацан, да и друзья у него классные, ребята. В общем, ребят, собираюсь, сегодня приедет друг у Сани, попросил он, покатает меня по городу, заездим в магазин рыболовный, позвали, увидели что по фотографиям, то, что я здесь, не знаю, может пообщаемся, и что-то ребята хотят свозить меня на хоккей, просто на хоккей, есть билеты, и, в общем, поехали на хоккей, но это надо будет обратно в Ярославль вернуться, хоккей, там будет хоккей, хоккей так хоккей еще, выходной день, да, в общем. А завтра, ребята, мы, наверное, поедем за налимом. Покажу вам всем, да и мне покажут в первую очередь, как здесь рыбачат налима. И не как у нас его ловят ночью, да, допустим, как ночная рыба, а днем на донке. В общем, как-то так. И как раз сейчас хочу показать, ребята, жерлицы, вот именно эти жерлицы в нормальном освещении. Так как в первый день мы рыбачили я, Саныч и Алексей, Леха, получается, друг Ивоны. А вчера вот мы рыбачили вдвоем. Классная рыбалка, ребят, по щуке. Просто отрыв. Просто круто. Так что... Так, все же. А что за такое дело? А что такое? Есть. А тут она была. Хорошенькая. О, полторашка. Отлично. О, да, разговорчивая. Рыбинка моя. Смотри, пузатая, Лех. Вот карасик на месте. Стандарт. Вот стандарт, да? Все. Не крупная. Че, малышка? Не крупная, да, щучка? Угу. Да, нет, ребята. Сегодня прям стандарт. Сегодня прям стандарт. Что ты будешь делать? Но делать нечего. Тушечка, ребята. Вот эта тушечка, страх и глаза великие.
Вот, уже что-то. Сзади, да? Смотри, в пиявках, Саныч. Да, так стоит. Смотри, вообще все в пиявочке. Хорошо. Ну вот тут. Не зря. Натянуто. Это натянуто, и хорошо. Через траву где-то идет. Непонятно. Нет, Сань, ничего нету. А не, пошла. Не крупная. Опа. Ну как, что-то тут задергался потом в конце. Двушка, ребята, на меляке. Ну, хоть отстрелялись. Полная вымотка, ё-моё. Опа. Полностью вымотал. Пошла. Заходи. Опа. Отлично. Есть терс, ребята. Вот такая же, смотрите. С одной лунки буквально за какое-то время. Красота. Ребята, как бывает. Я думаю, что еще понял, что это Хотелось показать, ребята, подарок от Саныча. Он мне подарил 5 жерлиц. Вот именно изготовил для меня. Это самодельные жерлицы. Вот такого макара. Смотрите, ребята. Дрюни от Сани из Рыбинска. Вот такие самодельные жерлицы, на которые они рыбачат. И лучше, как для них, ничего нету. Вот так выглядит, ребята. 5 жерличек, они еще не оснащенные. Ну, в общем, смотрите. Сейчас немножко покажу, как она еще вообще сделана. Это простая реечка, допустим, да. Там палочка. Многие делают из трубы. Вот тут этой белой, как она называется. Но они тут используют просто вот такую палочку. Сантиметров 30-35. Она просто втыкается в снег, как вот по последним рыбалкам вы видели, то что никаких подставок, просто втыкается в снег. Я тоже удивился, думал, как-то она упадет или клюнет щука, полная вымотка. Ничего, ребята, ничего не происходит, все классно работает. В общем, усадочка, термоусадочка
Вот так чуть пониже получается. Это стандартная катушка от жерлицы. Ни на каком саморезе, вот именно используют болт, чтобы никаких лишних зажимов, пережимов не было. В общем, катушка спокойно вращается. В общем, втыкается. И вот такие флажочки, они двойные, ребята. Не просто в одного сделан, а сложены в два. В общем, жесткие, очень жесткие. Также флажочек полностью обклеен термоусадки. Ну, для того, что, говорит, берешь вот металл и прилипаешь. Мы, говорит, вот используем именно вот так. В общем, тут, смотрите, ребят, зубочисточки такие, для того, чтобы была прорезь и флажочек, вот именно отверстие вот вставлялся именно вот сюда, вот получается. Раз. Вот. Жерлицы высокие, очень далеко их видать. В общем, здесь вот так, такой изгиб, и, в общем, фиксируется вот таким образом. То бишь, не как-то сбоку, а вот именно так. И сработка великолепная, просто великолепная. В общем, если он идет так, то может как-то прокрутиться, а здесь вот именно используется именно вот так. Смотрите, ребята. Ну, также сделаны моменты, чтобы издалека видно, мотает, не мотает, в общем. Ну, а при сборке, соответственно, флажочек втыкается вот так, и вот так она комбинируется. Ребята, используют леску 0,5. Здесь, говорит, самая ходовая. 0,3, 0,4 как бы вообще, говорит, не используем. И, в общем, только 0,5. И только тройники, и без грузила. Вы видели, ребята, как мы рыбачили. Просто 15 сантиметров. 15 сантиметров глубина. Вот такой комплект Саня мне подарил. Мы обменялись подарками. Я ему подарил нож якутский. Так как я люблю ножи, говорю, Сань, держи тебе нож. А вот он мне здесь готовил вот именно вот такие жерлицы. Дрюни от Сани из Рыбинска. Я их оснащу, ребята. Также, наверное, попробую без грузила. И будем где-нибудь на меляках ставить. В общем, вот такой подарок. А сейчас покажу две жерлицы, уже собранные. Чем рыбачат. В общем, друзья, это уже оснащенные жерлицы, которые рыбачит Саня. Вот, смотрите, ребята, видите? Два слоя. Также вот термоусадочка. Флажки заменены, флажки самодельные, проклеены. В общем, здесь, допустим, термоусадка идет полностью. Тоже, говорит, используем, чтобы палочка вот это не набухала, не налипал лед. И, в общем, тройничок, поводок, поводки самодельные. И вот здесь, ребята, кембрик. Помните, да? Вымеряем глубину. Кембрик настраиваем так, чтобы он касался кромки воды. И уже по последствиям следующих, получается, если там щука клюнула или просто там как-то что-то переставить, то уже здесь глубина у нас уже настроена, и нам не надо лишний раз промерять, получается. В общем, вот так вот. Также флажочек. Вот здесь прорезик такой. Все, жерлица насобрана. Ну и вот в Сане, получается, еще есть, ребята, такие покупные, которые рыбачил я. У меня вот щукарь, у меня щука, а здесь вот русалочка такая. Вот флажочки у него переделаны, вот, допустим, черный материал. И смотрите, ребят, что я хотел подметить, что изгиб и флаг, он именно не вот здесь, как, допустим, во многих жерлицах, да, он сразу идет по кромке, а чуть-чуть ниже. И здесь получается не металл просто, ребят, а здесь, смотрите, двухсторонний скотч. Вот, видите, он прилипает прям. Это для того, чтобы, допустим, когда вот мы ее выставляем, все, он к леске прилип. И при поклевке он, видите, он хорошо, даже там снег попадет, вода, он в любом случае сработает, так как леска и двухсторонний скотч, они просто вот раз, и видите, и все. Если бы здесь, допустим, просто был металл, или, допустим, бывает как флажочек, то бывают такие моменты, что просто щука взяла, мотает, а флажок стоит на месте, и нет сработки у нас. Это раз. И, соответственно, здесь, ребят, такого не может быть. Вот такой момент. Двухсторонний скотч мотайте на ус, ребята. Во-первых, здесь хороший загиб для того, чтобы самострела не будет и ветра. Видите, какой загиб? Тут
ну, очень сложно сорвать. Но опять же, щука если берет, то здесь уже никак не будет какого-то подвоха. Флажочек сработает. В общем, ну вот. Вот такие доработки и самодельные жерлицы, на которые рыбачат ребята. Так что вот как-то так. Также термоусадочка. Вот берешь флажочек, уже нет металла вот этого. И я часто, когда на морозе, руки жерлицы, вода, берешь эти флажки, прилипаешь. А здесь вот видите, ребята, просто сделано, доработано и все забыто. Вот как-то так.